Что касается самих выборов, то я говорил об этом, и своей команде говорил, и административным ресурсам нашей администрации, правительству и главной администрации, чтобы они непосредственно не влияли на процессы выборов. Честные выборы должны пройти, и не должны быть какие-то запрещенные технологии использоваться, хотя мы уже начинаем на себя испытывать, на это я попросил не обращать внимания, и надо будет работать честно, методом убеждения, методом доказательств, методом личного примера. Пошли КПРФ, потом КПРФ, аграрная партия, ваши мотивации и вот гражданская платформа, мы знаем очень маленький рейтинг, да? Ага. Афанасий Максимович тоже мы наслышан. Критикуя наше правительство Республики Саха, критикуете и себя. Да. Потому что вы тоже в таких же должностях работали. И работали, извините, пожалуйста, тоже при правительстве. Где же вы были? Почему ваши вопросы не ставились перед народом? Почему у вас встречи не было с нами? А вы приходите тогда, когда только вы начинаете сейчас работать. Так, у меня вот здесь вот возник вопрос. Вы говорите, что депутаты и инструменты это не имеет статуса. Не должно быть такого. Не говорите, пожалуйста, об этом так громко. Нельзя так говорить. Так, вопрос у меня. Вот все-таки сейчас цивилизация, мы и интернет смотрим, и, как говорится, и читаем, и пишем, все, вот и даже дети наши знают. У меня вот такой интересующий вопрос. Почему помощники ваши, вот вы, напомню, Колмогорова, да, Никитина, и также Филиппов, почему они с Москвы? Неужели достойных нет в республике? Это первый вопрос. Второй вопрос. Это у меня здесь вы пишете, вот ваша программа, ага, и здесь вот меня заинтересовал вопрос о транспорте. Разработать программу развития малой авиации самолет в каждой деревне. Как это понять в каждой деревне? Когда даже автобусов нет. Вы представляете, какие расходы будут, если вы станете президентом? Я, например, боюсь за свою республику. Не понял. Нет, девушка, вы ну, знаете, есть такое понятие черные технологии. Александр здесь у меня помощник. Не, Александр, я сам расскажу, чтобы время не затягивать. Парень очень хороший, он общественный лидер, занимается такси для инвалидов, помогает решать проблемы погорельцев. Очень жалко, что в обществе мало молодых людей, которые не за деньги свое время, выделяя свободное время, занимаются помощью нуждающимся людям. И таких людей нужно ставить пример, а не очернять. Насчет вот малой бизнеса. На севере должны были быть и будут эти самолеты. Я имела в виду центральные наши улусы. А северные это единственный транспорт. Он должен быть. Брина Ивановна, вообще авиация она должна быть везде. Вот я помню, когда мы были маленькие, мы летали в Тасу на самолете. Это был Ан-2. Сказала, что я позабыла север. Я север вообще не трогаю, там должен быть и должно быть. Вообще авиация, она должна быть обязательно. Почему? Я вот сидела и подумала... он будет брать. Знаете, какое строительство, сколько расходов будет? Хорошо, Значит, он пишет, Михаил Владимирович. Вношу предложение поддержать кандидатуру Егора Афанасьевича Борисова на посту главы республики. Прошу принять данную телеграмму как официальный документ. Правильно. Он как да. член, Поэтому как депутат от Единой России. Что вы говорите сегодня и стоите, и вот тоже сейчас вопрос был, молодой человек за да? Вы стоите, лукавите.
Вы почему так вредите людям, народу, простому народу? Значит, Михаил Владимирович наш земляк, мы с ним общаемся, мы его хорошо знаем. И то, что вы говорите, что он поддерживает все кандидатуры, это неправда совершенно. Девушка, так? я тоже общаюсь с уважаемым Пожалуйста, за Михаилом. него вы не решайте. Девушка, перестаньте, вы вопрос должны были задать и все. Давайте Вот я хочу вам задать. телеграмму Еще передать, раз. если вы не знаете. Девушка, об этой перестаньте, ситуации. сядьте, пожалуйста, ведите себя прилично. Во-первых, я тоже общаюсь с Михаилом Ефимовичем, и не через помощника. Мы с ним разговаривали, лично я с ним беседовал. И Михаил Ефимович очень правильную занял позицию. И это очень мудрые слова его. Девушка, я общаюсь с ним лично, к сожалению, может вашему, но с ним разговариваю, имею возможность с ним связаться. Михаил Ефимович очень правильно занял и сказал мудрые слова, что чем больше будет кандидатов в республике, чем сильнее будут программы конкурентоспособнее, чем будет больше конкуренции, тем лучше республики. Потому что должны быть много хороших, сильных кандидатов. Это до какой степени может докатиться республика, девушка, до какой степени может докатиться тот народ, та республика, когда у нее нет настоящих лидеров, и лидер всего лишь один. Это деградация такого народа. И еще хочу маленько извиниться за моих земляков, которые работают на разных штабах и умудряются, как говорится, за деньги задавать разные вопросы. Я как коммунист, например, могла бы сказать, что я вам другой партии, да, и могла какой-то плохой вопрос задать. Но так не должно быть. Мы должны быть всегда честными и всегда должны быть, как говорится, справедливыми. Здравствуйте. Молодой человек. Вопросов нет никаких? Ну, к вам куда в штаб можно в гости зайти? По какому адресу? Никогда не совести людей. Ну. Народ, назовите адрес штаба! Ребята! Опа! Да, обязательно. Так, В087ЕР.